Добрый день. Я, Копылов Валерий Стефанович, работал в центральных электрических сетях, сейчас на заслуженном отдыхе. С 1965 года я в центральных электрических сетях. Энергетика была, можно сказать, запущена в начальной стадии развития. Первая линия это была высоковольтная, 35 киловольт между Якутской ТЭЦ и Покровскими энергопоездами. Там стояли энергопоезда, и вот осуществлялась связь между Якутской ТЭЦ и энергопоездами, чем я, в общем-то, занимался. Техника, в основном в 70-е годы, как вот ГРЭС построилась в 1970 году, появились вот металлические опоры высоковольтные. Ну и, конечно, в дереве были вот первые линии, 101-я, 102-я, Якутск, Покровск, Максоголох. В 1978 году начался строить этот переход через Лену. Ну и сначала годы уже даже стираются в памяти. Где-то в 1981 был пущен переход по временной схеме. Очень трудно было строить эту опору номер 3, которая стоит в реке. Самая большая, мощная опора. Вот ее строили почти 10 лет. Все Заречье питалось в основном дизельными электростанциями. А здесь от Якутской ГРЭС запитали все вот эти районы: Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Амгинский. Ну, это ж большое дело. Нас встречали везде с благодарностью. Вот помню особенно горный район, там Магарасы, Бердигистях. Такие приемы устраивали, когда мы там включали их. Радовался народ, конечно. Техники было мало в то время, а сейчас посмотришь, какая техника, просто загляденье. Всевозможные и вышки, и буровые установки. Ну а особенно сейчас вот восхищаюсь работой молодежи. Вот были мы на экскурсии уже на Якутской ГРЭС-2. Там в основном молодежь, ну и техника такая, все компьютеры. И народу-то не видно. В общем, понравилось это сооружение. Нас было 3 брата, и все энергетики. Так как я первый, старший, после меня, средний, он работал в северных сетях, северо-восточных, Сахаэнерго в последнее время. А младший работал в центральных электрических сетях в оперативно-диспетчерской группе. Так что все трое мы энергетики. Я нисколько не жалею о выбранном пути.